Митинг собрал немало жителей республики, которые пришли отметить этот важный праздник, символизирующий единство трудящихся. Участники собрались возле памятника Идрису Зязикову. Принесли праздничные плакаты, флаги и цветы. Поздравительную речь от главы региона Махмуда Али Калиматова трудящимся зачитал руководитель администрации главы правительства Ингушетии Анзор Мархиев. Первомайская акция профсоюзов проходит рядом с памятником выдающемуся государственному деятелю Идрису Бейсултановичу Зязикову, мужественному политическому лидеру, борцу за справедливость, процветание родного края и счастье людей. История профсоюзов в Ингушетии перешагнула столетний рубеж. Впервые они начали у нас формироваться еще в 1924 году, борясь за достойные условия труда и интересы рабочих. Многие годы они остаются важнейшим звеном плодотворного развития общества. Сегодня Союз объединения организаций профсоюзов Республики Ингушетия продолжает лучшие традиции, вносит свой вклад в улучшение условий труда, поддержку молодежи и ветеранов, активно участвуя в полезных социальных проектах, откликаясь на решение различных проблем, затрагивающих благополучие и интересы всего общества. Значительная роль профсоюзов в плане совершенствования законодательства, налаживания плодотворных отношений в сфере занятости, соблюдения гарантий социально-трудовых прав и интересов работников различных сфер деятельности, охраны труда и здоровья работающих граждан. Сердечно поздравляю вас с майскими праздниками. Благодарю всех ветеранов профсоюзного движения Ингушетии, активистов и членов профсоюзов за добрые дела и гражданскую позицию. Желаю счастья, процветания, здоровья и больших успехов. С уважением, глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Первомайский митинг трудящихся в последние годы превратился в настоящий праздник. Здесь представители правительства, депутаты районного совета и народного собрания, сотрудники администрации, коллегия педагогов, рабочие предприятий и другие. Всех их поздравляет заместитель председателя правительства Индира Сагова. Сердечно поздравляю вас с Первомаем, Днем международной солидарности трудящихся. Мир и победа – это не просто слова, это наша общая цель, общая надежда, наша общая ответственность. 1 мая – это не только день отдыха, но и напоминание о важности труда, солидарности и ответственности каждого за будущее нашей республики. С пожеланием трудовых успехов к собравшимся обратилась председатель профсоюзов Ингушетии Хадия Аздоева. Все вы – основа экономики и гордость нашей республики. Профсоюзы всегда были и остаются силой, которая отстаивает права трудящихся. Мы добиваемся повышения заработной платы, обеспечения безопасных условий труда, соблюдения социальных гарантий. Здесь собрались и старый, и млад, а вокруг царит по-настоящему весенняя погода и праздничное настроение. Ведь не каждый выходной проводит на такой веселой ноте. Труд – это прежде всего созидание, труд – это развитие, труд – это преображение. Это наша республика систематически, поступательно преображается, наша республика становится все краше и краше. Если для молодых людей это просто еще один повод выйти на улицу с друзьями и весело провести время, то для старшего поколения скорее экскурсия в прошлое. Стоя сегодня в рядах обычных рабочих, многие вспоминают счастливые лица людей, патриотические песни и смотрящий в светлое будущее народ. Хотелось бы подрастающему поколению, именно вот нашему поколению, посоветовать, как наши предки праздновали этот праздник, как наши предки встречали этот 1 мая с улыбками на лицах. И честь и хвала нашим предкам, которые они буквально своим потом и кровью создали для нас такое благоприятное общество. Сегодня как никогда уважают и ценят людей трудовой профессии. Дерзайте, учитесь, нам нужны молодые кадры. И приятно сегодня видеть при поднятом настроении. А всем, конечно, желаю мирного неба, бодрого настроения и, конечно, чтобы этот день прошел в кругу родных и близких. В ходе митинга представители власти общались с жителями, поздравляли их и обсуждали планы по улучшению социально-экономической сферы республики. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Патриотические песни бодрят народ на высокие достижения ради развития всей страны. Матери ждут, только жены не спят. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.